Доброе утро, Якутия. Телеканалы Якутия-24 и НВК Саха вместе с вами в это утро. Встречаем утро Якутии. Вместе заряжаемся позитивом, энергией и вообще всем тем, что позволит нам сегодняшний день на календаре, между прочим, 29 сентября, пятница, последний рабочий день. И вот будем заряжаться всем тем, чтобы этот день прошел максимально легко, позитивно, бодро и продуктивно. Меня зовут Павел Танин. Это утро вместе с вами встречаю и чему, конечно, несказанно рад. Надеюсь, вы тоже. Ну а что мы сегодня приготовили? Приготовили, конечно, очень много. Вот коротко, наверное, о главных вещах, о которых будем сегодня говорить. Это осенний, во-первых, сезон, время, когда заболеваемость ОРВИ и гриппом достигает своего пика. И у нас есть несколько советов, чтобы помочь вам оставаться здоровыми. Также сегодня отмечается День сердца. А сердце — это один из самых важных органов человека, ведь сбои в его работе ведут к необратимым последствиям в организме. Вот о том, как защитить свой мотор, мы поговорим с нашим гостем, главным кардиологом Минздрава Якутии. Педагоги дополнительного образования провели для школьников Ленского района экологический брейн-ринг. Расскажем, как проходили финальные игры. А 15 октября Якутскому музыкальному колледжу исполняется 75 лет. За эти годы колледж вписал много ярких страниц в историю музыкальной культуры Якутии. Поговорим об этом с Надеждой Варламовой, Надикан, хамусистом-импровизатором, этнопевицей. А в конце программы увидим ее клип, который снимали в Марокко. Вот все это и не только в ближайшие 50 с лишним минут. Также не забывайте про наш телеграм-канал, где еще больше еще и полезной информации бывает. Там же вот есть QR-код, можете его отсканировать смартфоном, чтобы быстрее попасть в наш канал в Телеграме. Ну а по традиции начнем, конечно же, эфир с информацией о погоде. По данным Гидромедцентра, сегодня в республике в 6 часов утра в центральных районах от -2 до +2 градусов, а в заречной группе от -1 до +3, в южных от +1 +2, в Вилюйской группе от -3 до +4, в нижнеленских районах от -5 до +2. В западных районах от -1 до +3, в Колыму-Индигирской группе улусов от -1 до +5, в Янских от -8 до -1. На северо-западе от -4 до -2. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила +3 градуса, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, штиль. Сегодня днем в столице республики ожидается без осадков, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, порывы от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем в Якутске прогреется максимум до +9 градусов. Делать зарядку по утрам – это очень полезная привычка, которая помогает сохранить фигуру, сбросить лишний вес и продлевает жизнь. Однако, выбирая упражнения, надо помнить, что зарядка – это не обычная тренировка. Утренняя гимнастика – это разминка перед рабочим днем. Доброе утро, дорогие телезрители! Меня зовут Валерия Олесова, и я являюсь абсолютной победительницей игры Манчары по якутским прыжкам. Сегодня я вам покажу несколько базовых упражнений, чтобы быть всегда бодрым и держать свое тело в тонусе. Первое упражнение. Исходное положение, ноги врозь, руки на пояс. Выполняем круговые вращения головой. Начали. 1, 2, 3, 4. В другую сторону. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Второе упражнение. Исходное положение также ноги врозь. Поднимаем правую руку наверх и делаем рывки руками назад. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Третье упражнение. Также исходное положение. Ноги врозь, руки на пояс. Выполняем наклоны направо и налево. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2. Закончили. Следующее упражнение – это исходное положение. Ноги вместе. Наклоняемся вперед. Пытаемся достать до земли, до пола. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Следующее упражнение – это у нас будут выпады вперед правой и левой ногой. Начали.
Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. На этом, дорогие телезрители, я с вами прощаюсь и желаю вам отличного дня. Пока! Ну а 29 сентября ежегодно отмечается День сердца. Сердце – это один из самых важных органов человека, ведь сбои в его работе ведут к необратимым последствиям в организме. Вот о том, как свой мотор, в принципе, сердце мотором является, как его защитить, начать заботиться о нем, поговорим с нашей гостьей Еленой Семеновной Колбановой, главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Республики, заведующий кафедрой внутренних болезней и общеврачебной практики Медицинского института, профессор, доктор медицинских наук. Елена Семеновна, здравствуйте. Доброе утро. Вот. Ну, для начала, да, вот мы сказали, сердце это главный мотор, тут ничего нового мы не открыли, конечно же. Тем не менее, какова сегодня ситуация по сердечно-сосудистым заболеваниям у нас в республике? Сердечно-сосудистые заболевания общеизвестный факт, что является основной причиной смерти среди населения в мире, в том числе и в России у нас, и в Якутии. И, конечно, основная причина является это ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные болезни, и их осложнение как развитие инфаркта миокарда и острых нарушений мозгового кровообращения. Но если говорить о количестве, скажем, по статистике смертности, то в России этот показатель составляет около 600 случаев на 100 тысяч населения. В Якутии у нас немного ниже, 366 на 100 тысяч населения. Но в последний 22 год и за 6 месяцев этого года мы видим позитивную тенденцию к снижению на 10%, в среднем где-то на 10%. И это не только у нас в Якутии, но и по всей России тоже отмечается такая позитивная картина. Ну, это на самом деле хорошие новости, скажем так. Ну да, но, конечно, тот темп, который мы взяли, мы не должны упускать, и также придерживаться такого системного подхода. Ну вот говоря про то, чтобы не допустить уменьшения, точнее, увеличения, обратного увеличения, скажем так, да, конечно, профилактика всегда это самый главный вопрос. Вот как свое сердце защищать правильно, что нужно делать? Ну, как вы сказали, сердце – это важный орган в организме человека. На самом деле он маленького размера, где-то 250-350 граммов всего в весе, в норме составляет как у мужчин, так и у женщин. И если остановиться на размере, то это такой кулак, сжатый в кулак кисть руки у каждого человека. И его основная функция – это насосная. И с помощью сердца, с помощью вот этой функции, сердце доставляет кровь во все органы и ткани. Поэтому остановится сердце, и, естественно, конечно, и жизнь остановится. И нужно беречь, конечно, сердце с молодых лет. Сердце состоит из мышцы, поэтому регулярная физическая нагрузка необходима. И каждому, конечно, не удается ходить в спортивный зал, но можно обойтись и просто ходьбой, пешком можно ходить. От 3 до 10 тысяч по возможности человек может проходить в день. То есть в те места, куда можно поехать и на машине, на автобусе, можно пройтись пешком. Это очень важно, как и любые мышцы организма, нужно тренировать сердце тоже. И, конечно, это факторы риска такие, как не курить, не злоупотреблять алкоголем и, конечно, придерживаться принципов правильного питания. То есть это предпочтение отдавать нежирным сортам мяса, хотя бы 2 раза в неделю отдавать рыбным дням, то есть рыба должна быть обязательно в рационе. И ежедневно это где-то минимум 400 грамм овощей и фруктов. Это на самом деле не так много. И что очень важно, особенно для
людей, которые имеют склонность к повышению артериального давления, это ограничение солей. То есть даже бывают люди, которые, даже не пробуя еду, досаливают. Это вот привычка. То есть это надо ограничивать потребление соли, не более 5 грамм в день, в сутки. И контролировать артериальное давление. И самое это очень важно, это полноценный сон. Вот хотел добавить, что Да, полноценный сон, да. здоровый тоже, наверное, важно. То есть самое главное просто от всех вредных привычек, как бы, если уж Да. не отказаться, то их как-то вот, контролировать. Ограничивать, да, и контролировать, да. минимизировать. Но вот, в принципе, да, про такие, это, наверное, не заболевания, да, уже какое-то явление, скажем, самый распространенный на слуху, это, конечно, инфаркт миокарда. То есть все о нем слышали, но немногие вообще знают, что это, почему и как. Вот что это и факторы риска именно у людей, кто может подвергнуться инфаркту миокарда. Да, как вы сказали, это действительно инфаркт миокарда. Это причина, от которой чаще умирают люди, которые имеют ишемическую болезнь сердца, имеют артериальную гипертонию. То есть те люди, которые имеют высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. И вот инфаркт миокарда развивается у человека, у которого уже есть поражение. Чаще то есть уже на ослабленном сердце. Да, не на ослабленном, а именно если имеется атеросклероз в коронарных артериях, то есть это имеется атеросклеротическая бляшка, которая может дать разрыв вот этой фиброзной покрышки, вот этой атеросклеротической бляшки, и на этом месте может образоваться тромбоз, который вызывает вот это грозное такое осложнение ишемической болезни сердца, как развитие инфаркта миокарда. Но какие факторы риска могут, конечно... наверное, все те же, которые перечислили. Да, те, которые я перечислила, но я бы поделила вот эти факторы риска, может быть, на 3 группы. Да? Первая группа – это факторы, которые легко устраняемы. Это, например, отказ от курения. Человек может отказаться от курения, контролировать артериальное давление. При адекватной терапии, конечно, давление будет в пределах, скажем так, 120-130. И факторы, которые трудно коррегируются, это сахарный диабет, высокий уровень липопротеидов низкой плотности. И, конечно, неустранимые факторы риска – это наследственность, мужской пол и то есть возраст. то, что уже предрасположено. Да. Лена Семеновна, спасибо большое за эту беседу, очень важную и полезную. Всем желаем, конечно, здоровье свое беречь и хранить. Ну а прямо сейчас прервемся на короткую паузу, после которой вернемся и продолжим. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Добыча газа в России в августе этого года перешла к росту после 16 месяцев непрерывного снижения. Текущая статистика продолжает отрабатывать эффект высокой базы первой половины прошлого года, когда серьезно изменился экспорт «Газпрома» в Европу. В целом же добыча газа в России в этом году составит 642 миллиарда кубометров. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития страны на 2024 и 2026 годы, который был опубликован на прошлой неделе. Из этой оценки следует, что с сентября по декабрь производство может иметь средний рост около 7% к соответствующему месяцу прошлого года. Компания «Сахатранснефтегаз» завершила строительство 829 газопроводов в столице республики и пригородах. Общая протяженность всех газопроводов составила больше 2,5 километров. После работ газовая компания выровняла перерытую дорогу и восстановила дорожное покрытие, выполнив обязательные требования по благоустройству территории. Напомним, Якутия занимает первое место по темпам социальной газификации в Дальневосточном федеральном округе. Всего в республике до 2024 года предстоит провести газ до 3200 домовладений. На решение этой задачи будет направлено более 3,5 миллиардов рублей.
Уличное освещение установили в селах Хатасы, Якутска и Табага Мегино-Кангаласского района. Дорогу, ведущую к селу Хатасы, осветили 69 светодиодных светильников протяженностью 2680 километров. Средства выделили из республиканского бюджета. Светильники подключили 27 сентября. Также в рамках нацпроекта на автомобильной дороге Абалах в селе Табага появились 59 опор наружного освещения протяженностью 2350 километров. В ближайшее время ожидается подключение к электрическим сетям. 2 октября отмечается День среднего профессионального образования. В рамках этого события в торговых рядах Кружала развернулась ярмарка-выставка «Колледж Сейл», сделана в СПО. Среди участников ярмарки более 10 представителей средних профессиональных образовательных организаций, в том числе из Намского, Покровского районов и Якутска. На ярмарке выставки жители и гости республики могут приобрести сувениры, одежду, предметы декора, хлебобулочные, кондитерские изделия и многое другое, а также познакомиться с колледжами, техникумами и оценить качество их подготовки. Кроме того, на ярмарке для гостей организованы интересные мастер-классы по макияжу, парикмахерскому искусству, ногтевому сервису, изготовлению разнообразной продукции. Также для школьников и взрослых проходят профориентационные мероприятия. Ярмарка – это часть наших встреч, связанных с празднованием Дня среднего профессионального образования в Российской Федерации. Напомню, он был учрежден в прошлом году президентом страны. 2 октября вся страна будет его отмечать. Мы его отмечаем, конечно же, тем, что показываем все, что есть у нас самое лучшее. Ну и очень важно, что в этом году нам удалось на площадке Кружала провести, организовать выставку-ярмарку товаров и услуг наших колледжей и техникумов. Национальные республики не должны утратить свою этническую идентичность. Издано методическое пособие, в которое включены лучшие авторские методики воспитателей детских садов города Якутска. Так, в сборник вошли разработки по устранению речевых дефектов, графический диктант, а также стихи, скороговорки, рассказы и игры. При этом методичка предназначена для якутоязычных детей. Пособия для воспитателей изданы при поддержке администрации города в рамках реализации единой государственной политики в области развития и сохранения языков. В комиссию поступило всего 26 заявок, но в результате анализа и отбора в этот сборник включены работы 7 воспитателей дошкольных образовательных организаций. Но мы считаем, что эта работа будет и продолжаться, и расширяться. В дальнейшем мы надеемся, что будут изданы и другие методические пособия и для общеобразовательных организаций. Бюджет Российской Федерации разделяется на 3 уровня – федеральный, региональный и местный. Важным элементом наполнения местного бюджета являются расчеты с торговых мест, а также оплаты при оказании услуг и работ при использовании контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Все эти платежи попадают в местный бюджет посредством налогообложения. Отчисления с каждого рубля идут на благоустройство дворов и окружающей среды, освещение, газификацию, здравоохранение, иные социальные, инфраструктурные и экономические нужды муниципалитетов. Не выдали кассовый чек? Обратитесь в ФНС России. Утро Якутии продолжаем встречать сегодняшний день, 29 сентября, пятница, из чего, конечно, день обычно начинают все, после умывания, чистки зубов, конечно же, завтрак. Существует большое количество продуктов, составляющих фундамент правильного питания, они весьма разнообразны и дают возможность комбинировать и получать вкусные блюда. И сегодня расскажем об одном рецепте, который разнообразит ваш утренний рацион. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Полезный завтрак» мы будем готовить жареную спаржу с сырным соусом. Для этого нам понадобится сама спаржа, яйцо для приготовления пашота, сливочное масло, сыр и уксус для соуса. Итак, начнем. На разогретую сковородку наливаем растительное масло. На горячую сковородку выкладываем нашу спаржу и добавляем соль, перец. По вкусу можно добавить немного чеснока. Спаржа готовится довольно-таки быстро, чтобы она оставалась аль денте. Мы прижариваем ее буквально 1-2 минуты. Пока спаржу откладываем в сторону и начинаем готовить
наше яйцо пашот. В кипящую воду мы добавляем немного соли. Пока у нас закипает вода, мы добавляем туда немного кислоты. Вы можете добавить сок лимона, в нашем случае это уксус. Кипящая вода нам не нужна, но довести до кипения ее предварительно необходимо. Потом мы убавляем нашу плиту на минимум, закручиваем воронку и отправляем туда наше яйцо. В течение 2,5 минут оно будет готово. Наше яйцо уже приготовилось. Белок у нас твердый, а желток у нас мягкий и жидкий. Выкладываем на салфетку, чтобы немножечко обсушить. И отставляем в сторону. Так, для этого соуса нам понадобится 1 желток. Добавим немножечко уксуса. 20 грамм сливочного масла. Ставим на пар и начинаем помешивать, чтобы желток у нас не заварился, а масло потихоньку растаяло. Также для этого соуса нам понадобится сыр. Вы можете взять любой, мне больше всего нравится сыр чеддер. Можно его либо натереть, либо, как я, мелко нарезать. В наш подготовленный соус добавляем сыр и продолжаем его топить. Итак, все наши ингредиенты готовы. Приступаем к сборке блюда. Сначала выкладываем спаржу. К ней добавляем наше яйцо пашот. И сверху заливаем соусом. Блюдо готово. Приятного аппетита! Витаминный завтрак, точнее, содержание витаминов — это хорошо, особенно осенью, ведь осенний сезон — это время, когда заболеваемость острыми респираторными заболеваниями и гриппом достигает своего пика. У нас есть несколько советов, чтобы помочь вам оставаться здоровыми. Укрепляйте свой иммунитет, ешьте питательные продукты, богатые витаминами и минералами, включите в свой рацион фрукты, овощи, орехи и зелень, одевайтесь тепло, потому что переохлаждение может ослабить вашу местную защиту. Пейте больше жидкости, не забывайте о физической активности. Регулярные упражнения помогут укрепить ваш иммунитет и повысить общую физическую форму. А вот говоря про как раз-таки физическую форму, в полную силу заработали спортивные объекты города Алдана. Бассейн и крытый каток наполнились эмоциями и голосами детей и взрослых. Подробнее об этом расскажет Руслан Павлов. С начала учебного года физкультурно-оздоровительные комплексы города открыли двери для спортсменов и любителей здорового образа жизни. Кто-то с головой окунулся в тренировки, а кто-то встал на путь равновесия и скольжения. Все объекты открыли свои двери с 1 сентября, как для занимающихся, как для спортсменов, так и для населения. То есть вы можете воспользоваться услугами физкультурно-оздоровительного комплекса с катком, спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик», главного корпуса, лыжной базы. Ну, надеемся, что погода не подведет, и где-то с середины октября запустим лыжные трассы. Ну и ориентировочно с начала ноября горнолыжный комплекс. На обоих объектах в полную силу заработали секции. После длительного летнего отдыха дети и подростки, соскучившиеся по друзьям и нагрузкам, с рвением приступили к работе. Ну, наибольшим спросом у нас, конечно, пользуются традиционно плавание и массовое катание на коньках. Но и секции как по плаванию, так и по хоккею функционируют. Лыжники на данный момент без снега занимаются кроссовой подготовкой, имитационными, лыжроллерами до недавнего времени занимались. То есть все, что должно работать, все работает. Сама школа Олимпийского резерва также начала новый учебный год. Лыжники и биатлонисты пока тренируются по летней программе. Впрочем, в первой декаде октября синоптики обещают снег, а Алданский лыжно-биатлонный комплекс уже готовится к встрече спортсменов из российской и белорусской сборных по данным видам спорта. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан.
Ну а кто-то считает главной мышцей человека, конечно же, его головной мозг, потому что интеллект тоже надо развивать. И вот педагоги дополнительного образования провели для школьников района экологический брейн-ринг. Отборочный тур проходил в заочном формате. И вот как проходили финальные игры, расскажет Светлана Болеева. Финальный тур интеллектуальной игры «Экологический брейн-ринг» среди обучающихся прошли 5 команд. Это ученики среднего звена из школ Ленска, Витима, Пеледуя, Натуры и Южной НИИ. Эта игра интеллектуальная проходит уже второй год. В прошлом году у нас было поменьше заявок. Он проходил в октябре, но ввиду транспортной системы не смогли участвовать школы из поселений. Именно поэтому нами было принято решение перенести интеллектуальную игру на более ранний срок, на сентябрь. И поэтому у нас в финале могут участвовать школы и команды с таких отдаленных поселений, как Витим, Пеледуй. С собой участники везли заранее подготовленные визитные карточки. Это было их домашним заданием. Капитаны в начале игры представили свои команды. Все визитки были разными. На наш взгляд, более интересной была у ребят из поселка Пеледуй. Они сами сняли социальный видеоролик, рассказывающий о проблемах экологии. Привет! Мне кажется, вас нужно переодеть. Ребята сами снимали, сами все придумывали, редактировали, репетировали, ставили танцы. Испытали огромное очень удовольствие от полученной работы. Во втором блоке «Якутия. Мой край родной» участники должны были на время ответить на вопросы о своем крае. Справились ребята неплохо, но все же на несколько вопросов ответить не смогли. Довольно проблематично было на них ответить. Но на несколько вопросов мы ответили, так что это тоже хорошо. Третье задание – экологический кейс. Каждая команда создала свой проект по решению экологической ситуации в том поселении, в котором они живут. Это задание было самым сложным. На него ведущие отвели целых 30 минут. В нашем селе Натура есть очень много металлолома. Когда ты едешь, сразу там где-то лежит металл. Очень много мусора. Хотим все вместе собраться и все убрать из Натуры, из реки и так далее. Просто мы проблему взяли как загрязнение нефтевыми отходами на реку Лену. И сейчас думаем, как это можно будет решить, как это можно будет расширить и какой будет результат. По итогам брейн-ринга победила команда ребят из поселка Пеледуй. Второе место у команды третьей школы города Ленска. Третье место досталось команде села Натура. Команды победителей получили дипломы, все остальные сертификаты участников и призы от спонсоров. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас поговорим о братьях наших меньших. Когда заводим домашнего питомца, хлопот в доме, конечно же, прибавляется изрядно. Его нужно правильно кормить, выгуливать и, конечно же, внимательно следить за здоровьем. И вот одним из важнейших органов для животного являются уши. Благодаря слуховым органам животные ориентируются в пространстве, выражают различные эмоции, отгоняют насекомых и тому подобное. У некоторых зверей уши даже отвечают за такую важную функцию, как терморегуляция организма. Например, вот у ежей это так. И в чем же заключается правильный уход за ушами животного и на что нужно обращать внимание ответственному владельцу? Давайте узнаем. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы будем разговаривать об уходе за ушами. Это очень немаловажный уход, так как неухоженные ушки питомца вызывают очень серьезные заболевания, такие как отит, пробки, воспаление, и в дальнейшем приходится очень много нам лечиться. В первую очередь мы обязательно должны следить за ушками наших питомцев. Мы должны протирать их обязательно лосьоном для чистки ушей и выщипывать лишнюю шерсть, которая забивает ушной проход и препятствует циркуляции воздуха. Для того, чтобы удалить лишнюю шерсть из ушного прохода, мы используем специальную пудру. Пудра наносится непосредственно в ухо. Пудра нужна нам не только для хорошего сцепления шерсти, но и для того, чтобы обеззаразить наши ушки после процедуры. Мы используем щипчики. Щипчики у нас продаются везде, поэтому это очень доступный такой инструмент. Мы удаляем нашу лишнюю шерсть и затем протираем ушко нашего питомца лосьоном.
Не все любят эту процедуру, но собачки, которые приучены с раннего детства, со щенячества, они очень спокойно к этому относятся. В дальнейшем волос становится пушковый в ухе и очень легко удаляется. Намного проще предотвратить, чем потом лечить. Если вы сами боитесь удалять шерсть из ушного прохода, то можете обратиться в ветеринарные клиники, либо в салоны для животных, где это делается очень легко, быстро и безболезненно. Много интересного. Побеседуем с гостьей в студии, окунемся в мир искусства, послушаем, конечно же, в конце выпуска музыку. Ну а прямо сейчас я передаю слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В Якутии правоохранители изъяли у граждан гладкоствольное оружие и бесхозные рыболовные сети. 2 владельцев огнестрельного оружия привлекли к административной ответственности за нарушение правил охоты. Изъяли 1 единицу гладкоствольного гражданского оружия за отсутствие разрешительных документов на добычу охотничьих ресурсов и 2 бесхозные рыболовные сети. Росгвардия напоминает, что оружие является объектом повышенной опасности. Транспортировать его необходимо в зачехленном виде, кобуре, специальной упаковке или упаковке производителя. При этом необходимо иметь при себе разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, лицензию на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов, охотничьи билеты, соблюдать меры личной безопасности. В Якутске подвели итоги конкурса по пошиву одежды «Тепло.рук». Конкурс проходил с 15 по 18 сентября, и в нем приняли участие более 90 человек из 11 районов республики. Основная цель данного мероприятия – обеспечение теплой и прочной одежды участников СВО и поднятие патриотического духа населения. По итогам конкурса 1-е место заняла команда из Амгинского района Кысамма, 2 вторых места команды Тюнгюлю и Сыджая из Мегино-Кангаласского и Намского районов соответственно, а вот 3 третьих места заняли команды из Татинского, Чурапчинского и Хангаласского районов. Все сшитые комплекты одежды в количестве 84 штук будут отправлены на передовую для дополнительного обеспечения и поддержания духа бойцов. Они узнают очень многое, конечно, естественно. Все-таки это не рядовая одежда, это все-таки специализированная военизированная одежда. Из этого им, в общем-то, это было все ново во время конкурса, конечно. Они раньше как-то, вот мастера наши в основном, они, если занимались женской одеждой, украшениями, вот сейчас мужскую одежду шить, это было как-то им, возможно, ну, все говорят, что да, было очень интересно. В музее Мамонта новый экспонат – чучело краснокнижного белого медведя. Год назад хищник забрел в поселок Русское Устье в Алайховском районе и напал на собаку. Местные жители, решив, что медведь представляет опасность для людей, вынуждены были застрелить хищника. Узнав про этот случай, сотрудники музея Мамонта обратились с письмом с просьбой передать им череп и шкуру животного. После изучения было выявлено, что эта молодая особь до 4 лет сильно истощена и поражена трихинеллезом. Теперь чучело медведя займет свое место в постоянной экспозиции музея, и, как отмечают сотрудники, далеко не в каждом крупном музее имеется чучело белого медведя. Фрагменты мягких тканей, фрагменты костных тканей, они в будущем будут исследоваться в проекте по возможной гибридизации белых и бурых медведей у нас в Якутии, потому что известны случаи, когда в природе белые медведи из-за изменения климата, уменьшения количества льда стали приходить на материк и встречаться с бурыми медведями, давать плодовитое потомство и сейчас существовать. В пресс-центре Сахамедиа состоялась пресс-конференция по предстоящему фестивалю «Махтал», который организован в рамках юбилейной программы Высшей школы музыки. Фестиваль стартует 23 октября в Якутске и продолжится в Иркутске, Улан-Удэ, а завершится 8 ноября в Улан-Баторе. Всего в мероприятии примут участие 109 музыкантов. Это солисты, детский духовой и симфонический оркестры Высшей школы музыки и государственный ансамбль скрипачей. В рамках фестиваля запланированы лекции ведущих якутских композиторов, мастер-классы и концерты. В музыкальную программу вошли не только мировые шедевры, но и произведения якутских композиторов. У нас новый репертуар, стараемся включить больше якутских композиторов, чтобы показать нашу родину, нашу музыку.
Из якутских композиторов мы играем произведения Малышева, его попури, его марши, и играем якутскую сюиту, играем танец с чаронами Берестова. Много чего интересного. Фестиваль Махтал в первую очередь носит миссию, чтобы наши дети участвовали в гастрольной деятельности, потому что это очень важный фактор для становления именно профессионального музыканта. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Спасибо нашим коллегам. Мы продолжаем и перейдем к теме искусства. Его произведения – это цветовые гармонии, поражающие даже самого искушенного зрителя богатством колорита и яркостью чувств. Сегодня в рубрике «Музейный гид» мы познакомимся с творчеством пейзажиста Валерия Кокурина. Осень – это царственная леди, которая такая разная, но всегда красивая, утонченная, благородная, чувственная. Это время, которое любят не только поэты и музыканты, но и художники. В постоянной экспозиции Национального художественного музея представлена работа «Ранний снег» Валерия Кокурина, которая поражает своей живописностью, поэтичностью и музыкальностью. Среди художников Владимирской школы, состоящих из ярких индивидуальностей, имя Валерия Кокурина занимает особое место. Его произведение – это яркая цветовая гармония, которая поражает искушенного зрителя богатым колоритом и яркостью чувств. Поэтому среди многих его произведений лучшими считаются те краски, которых рождены в его знакомых Владимирских проселках. Его любимый город, Владимирский край, вот это его источник вдохновения. И поэтому излюбленной темой является изображение провинции, уголков родной природы, по которым он хаживал со своим этюдником. Все его работы, они дышащие, пульсирующие какой-то особой такой радостью. И в них есть и тонкая ирония, в них есть игра цвета, юмор. И самое главное, в них есть чувство большого художника и любовь к своей природе. Валерий Кокурин Владимирскую школу сделал более, можно сказать, изысканной, одухотворенной, легкой, фантазийной. Его произведения хранятся во многих художественных музеях страны и в зарубежных собраниях. Ах, это осень, рыжая лисица, махнет хвостом и поминая ее, а я успела в твой наряд влюбиться из ярких кружев золотым шитьем, и в небо звездное ночами, и в лето бабьего тепло, и в шорох листьев под ногами, и воздух чистый, как стекло. Ну а 15 октября Якутскому музыкальному колледжу имени Жиркова исполняется 75 лет. За эти годы колледж вписал много ярких страниц в историю музыкальной культуры Якутии. С самого дня основания и до наших дней училище находится в центре музыкальных событий республики. История заведения – это и начало профессионального музыкального образования республики, это и первая общественная филармония столицы республики, это и музыкальное просветительство. Училище – это творческая лаборатория якутских композиторов и, самое главное, это ведущее образовательное учреждение по подготовке профессиональных музыкантов и педагогических кадров для детских музыкальных школ Якутии. И у нас в гостях преподаватель фольклорного отделения Якутского музыкального колледжа Надежда Варламова, более известна под творческим псевдонимом Надикан, также хомусист-импровизатор, этнопевица, ну и непосредственно преподаватель Якутского музыкального колледжа. Надежда, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, в целом поговорим про и ваше творчество, и про работу, конечно же, музыкального колледжа. Вообще, этот год для колледжа достаточно насыщенный. Расскажите, чем вот уже почти заканчивается он, да, через 3 месяца встретим 24-й, чем запоминается 23-й для фольклорного отделения? У нас в этом году большое радостное событие. Исполняется 30 лет со дня основания нашего фольклорного отделения.
заслуженным артистом Российской Федерации Гаврилом Колесовым и Айей Николаевной Яковлевой. И на самом деле мы готовились к этим двум знаменательным датам основательно. И в прошлом году наш директор Алексей Александрович Щербаков поставил нам задачу провести 75 концертов к юбилею колледжа. И мы эту задачу, конечно, приняли в работу и уже, начиная с прошлого года, скажем так, объездили множество улусов, клубов, детских школ искусства, с мастер-классами, с профориентационной работой. И на сегодняшний день мы полностью готовы встретить наши две замечательные даты и приглашаем всех 15 октября на большой торжественный концерт к юбилею нашего колледжа в Государственном театре оперы и балета имени Сорона Мавлана. То есть двойной праздник такой, да. И оба юбилейные даты. Ну вот, говоря про ваше творчество тоже, да, хотелось бы затронуть. Активно вообще, в принципе, занимаетесь популяризацией, да, национального инструмента нашего хамус. Ну, многие его в миру знают как варган, да, если говорить про зарубежные страны. А в этом году вы с музыкантами из Марокко записали композицию, клип даже сняли. Мы его посмотрим сегодня. Обязательно хочу зрителей обрадовать. Вот. Но в целом, кто принимал участие в этой работе? Какая-то вот ввиду этой коллаборации какое-то новое звучание, может быть, появилось? Совершенно верно. Это вот мы записали импровизацию на хамусе и на саксофоне с использованием электронных инструментов, также с музыкантом Отманом Хелюфи. Это очень известный музыкант в Марокко. Его приглашают с мастер-классами в Европу, также и он широко известен и в своей стране. И благодаря тому, что моя сестра Лина Варламова поддержала мою такую идею провести коллаборацию, и она проходит уже... Играю с марокканскими музыкантами я не в первый раз. Мне посчастливилось провести концерт, опять же, вот в Марокко, в Международном центре Дар Луан. Это был такой первый концерт-лекция про музыку хамуса, которая была вообще в этой дивной стране, в королевстве Марокко. И очень много зрителей пришло, и к концу нашего мероприятия удалось играть с музыкантами из города Рабат, это столица. И играли они на национальном инструменте марокканском на кануне, и также был классический гитарист. То есть такое стечение двух национальных инструментов. Совершенно верно, да. Вот как гитара — это европейский инструмент, якутский хамус и также марокканский канун. И также в этом году вот я просто очень благодарна тому, что все так случилось, что мы с ним буквально поняли друг друга, что мы ожидаем от этой коллаборации, и поймали вот совершенно удивительное звучание своих инструментов. И я очень рада, что есть такая возможность поделиться этим с республикой. Да, благодарю, что пригласили. Чуть позже, как я уже говорил, обязательно мы поделимся этим невероятным звучанием. Но вот вообще в целом, ну ладно, проговорили про зарубеж, но я так понимаю, вот вы говорили про выступления, да, в центре, и, собственно, большое количество людей пришло. Как, не знаю, как правильно сформулировать, да, как относится к хамусу, вот, ну, в том же Марокко? То есть я так понимаю, что людям интересно. Да, к сожалению, у них нет своего варгана, нет хамуса, но им этот инструмент знаком потому что вот во Франции есть такой инструмент, называют его гимбар. Это вот гимбар, то есть варган, французский хамус, и позиционируют они его как один, вот хамус, как инструмент, похожий на гимбар, то есть гимбар Якутии. Вот. Но помимо зарубежного, вы также активно же ездите и по районам республики, по регионам России, да, продвигаете культуру нашу национальную. А какой отклик получаете, как вот в других регионах к нашему народному инструменту относятся? На самом деле это моя большая честь и гордость, что наш инструмент, и мы своими силами его пропагандируем, наш инструмент становится известным, он уже давно известен, и все, кто работают в сфере музыки и пропаганды традиционного искусства, работаем мы в одном режиме, в одном ритме, и большие конкурсы проходят, и наша коллега Варвара Степанова получила титул «Высочайший виртуоз-хамусист мира», и также заслуженный артист. И вот
в Таймыре, на Таймыре, городе Дудинка, основали День Баргана. Барганом называют они хамус, то есть свой варган. И также вот в прошлом году приглашали меня вот как в качестве гостя на открытие этого Дня Баргана. Да, то есть пример Республики Саха-Якутия поддерживают и другие регионы. Туда мы выезжаем с мастер-классами, а также и в республике у нас большой интерес есть. И как мы видим, что в этом году нам удалось посетить не только вот центральную Якутию, но также и был выезд в Оленёкский, Венкийский национальный район, также и в Алданск. И в Южную Якутию. И в Южной Якутии у нас очень была платформенная работа, мы получили очень живой отклик от населения, даже провели летние курсы досуговые, культурные для взрослого и для детского населения. Это село Хатыстыр, в селе Угаян у нас прошла очень интересная беседа с носителями эвенкийской культуры. В своих путешествиях мы стараемся охватить, вот, ну, как и было в Марокко, не только, скажем так, вот, преследуем цели что-то узнать новое для себя, да, но также и поделиться с людьми, что у нас, что мы можем им дать. И в Нейрингри также удалось побывать. И год еще не закончился. Пожалуйста, приглашайте. Про опыт хотелось поговорить, посещение, может быть, северных наших территорий, то есть арктических. Это же, ну, одно дело и культура продвижения, другое, что пользуется эта местность, скажем так, местной, да, территории, и огромной популярностью у туристов, у гостей из других регионов России. Как вот что-то вот про это сказать? Как там с тем же хамусом дела обстоят? В Арктике тоже очень живой интерес к этому инструменту, потому что есть слова в эвенкийском языке, даже несколько слов, которые означают хамус, варган. Да? То есть эта культура, она близка всем северным народам и вообще всем народам мира. И в своей работе мы тоже стараемся отследить вот корни этого инструмента, откуда он пришел, и каждый народ, который на нем играет, как он выражает свою мысль, да, как он доносит свой образ жизни. И в этом мы, конечно, готовы всегда помочь. И в Оленёкском районе, в селе Харьялах, в Оленьке прошли мои концерты. Также был очень хороший мастер-класс, на котором мы использовали старинные приемы игры, игра с пением, пение с хамусом, и также дугуян-дарды, что означает пение, игра на хамусе с танцем. Пританцовывали вот национальные танцы и пели. Играли на хамусе одновременно. Ну вот сейчас хотелось бы вернуться в русло именно колледжа, да, образовательного такого момента. То есть насколько, ну, мы понимаем, да, что фольклор, ну, фольклорное отделение, это все-таки связано больше с традициями, да, традиционными ценностями, культурой и так далее. У некоторых может бытовать мнение, что все-таки сегодня не так, там та же молодежь стремится вот именно традиционность сохранять, все как-то в современность. Много ли у студентов, ну, лично под вашим там началом, допустим, обучается, охотно ли сегодня молодежь идет вот именно на фольклорное отделение, не обязательно на игру на хамусе, а вообще в целом? Да, каждый год у нас большой конкурс на наше отделение. Отбираются у нас абитуриенты на основе творческого экзамена. И у нас в этом году тоже полный набор. Первокурсники пришли к нам вот после окончания полной школы, 11 классов. Есть также вот выпускник школы 9 класса, который пришел со второй попытки, он к нам поступил. И я вот очень рада, что дети приезжают из отдаленных уголков, и они ставят себе цель вот уже в детстве научиться не только играть на хамусе, но и стать знатоками музыкального фольклора и продвигать культуру нашей республики, народов Якутии в целом. А в этом мы их поддерживаем. И вот очень приятно, что показали вот мой клип. Он вышел в мае этого года, режиссер Ял Петров. И здесь вот можно прослеживать как современное и старинное звучание. Это вот мы говорим сейчас про тот клип, который в Марокко снимался, который, я напомню, сейчас мы будем еще смотреть его в полной версии. Песенку «Мыс» — это вот был мой первый клип в этом году, и второй клип — это в содружестве с марокканским музыкантом. То есть нас ожидает как раз вот это вот перетекание традиционного в современное, вот этот синтез, да, скажем так, такая симбиоз и содружество современного и традиционного. Ну, собственно, Надежда, во-первых, ну, не так много времени у нас остается. Хотелось бы вам, конечно, пожелать успехов, особенно в работе именно продвижения, да, популяризации нашей якутской культуры, чтобы еще больше людей за пределами России, Якутии интересовались и, опять же, приезжали, может быть, к нам знакомиться. Это, кстати, есть ли в колледже студенты, может быть, из других регионов России? Или в основном только это наши якутяне? Только жители, граждане Российской Федерации. Ну, да.
Да. Ну, у нас международного отдела нет, поскольку... Нет, имеется в виду именно из регионов России, то есть... Из регионов России пока нет, но есть желающие. Желающие все. Да, значит, верной дорогой идете и культуру продвигаете. Надежда, еще раз спасибо. Поздравляю вот с двойным этим праздником. Сейчас мы прямо будем смотреть ваш клип. А, собственно, как называется название у него? Название его — это музыкальный экспромт, Марокко, летний вечер и золотой час. Вот на Каждый может придумать свое название. Отлично, можно придумать свое название. На такой спокойной ноте мы, дорогие друзья, с вами прощаемся. Представляем вам клип. Сейчас посмотрите, насладитесь звучанием нашего народного инструмента, потому что, ну, действительно, звучание хомуса — это что-то всегда волшебное, это всегда что-то невероятное. И пусть сегодняшний день также вот на этой волне пройдет у вас волшебно и невероятно. Смотрим клип, а я вам желаю еще отличного настроения и хороших выходных грядущих.